Паломникам выдают сертификаты на совершение хаджа. Это документы, которые введены в этом году для того, чтобы отсеять мошенников. Такая мера понадобилась после того, как сотни верующих не смогли поехать в Мекку из-за нечестных туроператоров. Несостоявшиеся паломники до сих пор пытаются вернуть свои деньги. Подробнее в материале Анастасии Чебаевой. Во-первых, мы не ожидали, что на таком пути, это же святое. Но, видимо, ничего святого не оказалось в тех, кто стал причиной их бед. На поездку в Мекку Кадрия Мурдугалимовна деньги откладывала 7 лет с пенсии. Когда нужная сумма набралась, выбрала туроператора «Хадж-фонд» по совету знакомых, которые сами пользовались их услугами. Там ночью температура 40 градусов. Представители туроператора проводят инструктаж незадолго до отправления в Мекку. Что брать в дорогу, как себя вести. Будущие паломники снимали видео, чтобы не пропустить ни слова. А эту съемку спустя неделю вели уже для того, чтобы показать правоохранительным органам. Организаторы поездки пытались объяснить людям, почему они не увидят ни денег, ни Каабы. Все руководство знало, что аккредитации не прошло, и вы все принимали деньги. Надеюсь на то, что вам что-то где-то перепадет на кого-то, кому-то лишний год. Компания не получила квоты, объясняли организаторы. Это уже потом несостоявшиеся паломники узнают, что аккредитацию компании отозвали еще в марте, а путевки продолжали продавать. Директор хадж-фонда написал гарантийные письма. Обещал либо деньги до декабря 2018-го, либо все-таки поездку в святыни, но уже в этом году. Вот только ничего из этого верующие так и не увидели. Это мечта всех нас, извините. И у всех такой стресс. Все болеют, все в больницах лежат. И не знаем, что нас ждет. Очень хотелось бы поехать, мы же не знаем, сколько нам отпущено. Поэтому, пожалуйста, мы обратились к вам, хотя понимаем, что мы должны терпеливо, понимаем, что это испытание от нашего Всевышнего. Мы все это понимаем. Но многие из нас смогут ли собрать второй раз такую сумму? Трое из несостоявшихся паломников уже умерли. Большая часть клиентов хадж-фонда – это пожилые люди. Директор продолжает общение с ними по телефону, просит подождать, обещая вернуть деньги. Денег нету для возврата. То дело, которым я сейчас занимаюсь, оно примерно будет раскачиваться. Около года дивиденды должны будут оттуда пойти на возврат долгов. Хадж – это пятый столб ислама. После шахады, проговорения свидетельства, закята, милостыни, намаза, молитвы и уразы. Совершить паломничество в Мекку должен каждый мусульманин, если у него есть на это сила и средства. Ведь это не туристическая поездка, а испытание. И для некоторых оно, видимо, началось еще в прошлом году и никак не может подойти к своему завершению. Пытаются решить эту проблему на всех уровнях. Нами было написано несколько обращений в разные благотворительные фонды. Несколько людей уже отправлено в хадж благодаря этим обращениям. Но и в сегодняшний день мы изыскиваем возможность, чтобы закрыть эту проблему. Мы должны приложить все усилия для того, чтобы все-таки смогли этот столб ислама совершить. Но уже с этого года для того, чтобы отсеять мошенников, введены специальные сертификаты, отпечатанные госзнаком с 5 степенями защиты. Если туроператор отказывается выдавать такой документ, можно быть уверенным, в Мекку с помощью компании не попасть. Только аккредитованные компании могут выдать сертификат паломника. Это опять же для того, чтобы паломник был защищен и был уже спокоен, что он сможет совершить хадж. А вот сможет ли Кадрия Мурдугалимовна и другие несостоявшиеся паломники, не знает никто. Пока одни начинают паковать чемоданы, чтобы отправиться в поездку к святыне в этом году, пенсионерка успокаивает себя тем, что так ее проверяет Всевышний. А испытание он дает по силам каждому. Вот только все сложнее становится их находить в себе. Анастасия Чебаева, Артур Елаев. Новости. Уфа.